Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Прокопьев Кирилл, я ученик 10 класса Кемпиндейский СОЖ имени Владимира Ивановича Иванова. Тема моего доклада – история двух находок: колокол Василий Макушин 1817 и Дарь Валдая. Актуальность моей темы. Отправляясь в прошлое, нам хочется узнать больше и больше. Наш Кемпиндей богат своей историей, так как много ученых-исследователей России внесли свою лепту в изучение и описание нашего края. В последние годы в Кемпиндее жители находят старинные вещи, в которых кроются удивительные истории. Объектом моего исследования является колокол номер 1 Василия Макушина 1817 года, литый в Слободском, и колокол номер 2 Дарь Валдая, литый в Валдае. Цель работы – дать развернутое описание подводных колоколов Василия Макушина и Дарь Валдая. Известные заводы и мастерские по изготовлению колокольчиков в XIX веке. Валдай, Орех, Слободской. Первый ямщицкий старинный колокольчик из Слободской. Второй ямщицкий старый колокольчик из Валдая. На протяжении около полутора столетий с конца 18-го до начала 20 века подушные колокольчики играли заметную роль в народном быту. Они использовались главным образом в почтовых, курьерских тройках, подвешивались под дугой коренника, ямщик, тройка, колокольчик, бубенчик – все это в основном атрибуты почтовые. Эксперимент номер 1. Описание внешнего вида колоколов. Колокол номер 1. Состав: бронза, серебро. Место находки: 10 километров от села Кемпиндей, приблизительно 2005 год. Сохранность идеальная: высота 9 см, диаметр 10 см. Колокол номер 2. Состав: серебро. Место находки неизвестно. Уже четверть века служит в нашей школе. Сохранность идеальная: высота 10 см, размер, диаметр 12,5 см. Эксперимент номер 2. Сравнение плотности. Колокол номер 1. Масса 440 граммов. Объем 36, плотность 12,2. Приборы и материалы: мензурка, динамометр, емкость вода. Колокол номер 2. 570 граммов, 95 объем, плотность 6 целых. Мензурка, динамометр, емкость вода. Колокол номер 1 имеет большую плотность, чем колокол номер 2. Мы думаем, что языки колоколов разные и влияют на показания плотности. Кемпиндей еще раз подтвердил, что является родиной загадок. Может, этот колокол служил ямщикам, колокольчикам, путешественникам и исследователям. Из истории мы знаем, что Венцель Карл Карлович, военный губернатор из Иркутска, по особо возложенному на него поручению в августе 1851 года после инспекции золотых приисков в Алекминске побывал в кемпиндейских и вагинских соляных источниках. Именно он является первым чиновником, который определил возможные направления для постройки дорог. Нами выявлено, что первым исследователем по дороге Алекминск-Кемпиндей прошел Венцель Карл Карлович. Мы предполагаем, что наша находка, возможно, служила экспедиции Карла Венцеля. Выводы. Узнали историю подводных колоколов в России. Определили по интернету мастеров двух находок ямщицких подводных колоколов: Алексея Смирнова, Василия Макушина. Сделали описание внешнего вида колоколов, сравнили их плотности. Предполагаем, что колокольчики, возможно, служили экспедиции Карла Венцеля. Спасибо за внимание.